Приветствую вас, друзья! Мария Пантелич на связи. И наша рубрика «Сербский, не русский». Поехали! Когда же нужен сам? Давайте вспомним русский. Внимательно. Я Мария Пантелич, я стоматолог, я высокая, я низкая, я голодная, я из Мурманска, я в Мурманске, я в Сербии, я из России. Чего нет в этих предложениях? Нет глагола. Вот в сербском в таких предложениях глагол должен быть вспомогательный глагол, глагол-связка «бити». Сам, си, е, смо, сте, су. Но сегодня мы посмотрим именно на примере глагола «сам». То есть, когда мы говорим про настоящее время, мы обязаны использовать глагол «бити», если нет обычного глагола. Прыгать, бегать, скакать, спать, думать. Например, «Я сам у новом саду» или «Я сам гладна». Если есть глагол, тогда нам не нужна помощь вспомогательного глагола «бити». Тогда мы просто говорим «я радим», «я мислим», «я спавам». То есть я работаю, я думаю, я сплю. Помощь вспомогательного в таких случаях не нужна. Итак, в настоящем у нас два типа предложений с глаголом «бити» и с глаголом обычным «я сам» или «я радим». Но я уверена, что вы сталкивались уже с ситуацией, когда в предложениях был и глагол «бити», и обычный глагол. То есть часто такой вопрос: «Мария, а можно я сам радим?» Нет, нельзя. Но в то же время вы правы. Глагол «бити» и нормальный глагол, они встречаются в прошедшем. В настоящем, так как видите на экране. Давайте посмотрим, как выглядит наши уже знакомые предложения в прошедшем. Я работаю. Настоящее. В прошедшем я работала. Я сам радила. Что видим? И бити, и нормальный наш глагол. То есть так мы образуем прошедшее. Нам нужно два глагола. Поэтому у вас такое ощущение, что вы где-то слышали, что и сам, и радим. Нет, сам радим нет, никогда. Но радила сам или я сам радила, да. Но у нас же были предложения, которые и в настоящем содержались сам. Например, я сам гладна. Как же они выглядят в прошедшем? Я сам била гладна. То есть опять же два глагола. Вспомогательный и стандартный. Вот посмотрим. Еще один пример. Я сам била Мария Пономарева. Sada sam Мария Пантелич. То есть я была, да, я сам била, а сейчас, так как это настоящее, первая часть у нас идет в прошедшем. Я была Марией Пономаревой, я сам била, а сейчас я Мария Пантелич, sada sam Мария Пантелич. Итак, отвечаем на наш вопрос, на нашу тему, когда сам нужен, когда нам нужна помощь вспомогательного глагола «бити». В настоящем два типа предложений. С глаголом, с действием каким-то: я работаю, я думаю, я сплю, я ненавижу, я люблю. Там помощь вспомогательного глагола «бити» не нужна. Во всех остальных ситуациях, в предложениях типа «я стоматолог», «я Мария», «я Володя», «я Петя», я из Мурманска, я из Самары, я в Самаре. То есть нам нужен в таких предложениях глагол-связка. И мы ее используем. Я сам у новом саду, я сам гладна. А в прошедшем мы всегда говорим. Но, обратите внимание, мы никогда не говорим «я сам радим». Такой формы вообще нет. Я сам радила. Прошедшее, прошло это действие. Два глагола, но второй тоже мы меняем. Радила. А сейчас ставьте сердечко и поехали. Работаем.